Престижный турнир мирового уровня. Борцы из Северной Осетии вошли в сборную России, которая примет участие в Олимпийских играх среди военнослужащих. Его участники будут соревноваться в 27 видах спорта. Среди них вольная борьба. Турнир пройдет в Китае с 18 по 27 октября. 4 года назад осетинские спортсмены не оставили шансов своим соперникам и забрали все золотые медали. О том, как готовятся будущие чемпионы, расскажет мой коллега Георгий Запаров. Жесткий режим и полная концентрация. На тренировке борцы выкладываются полностью, отрабатывают приемы сотни раз. Перед важным стартом главное не получить травму, поэтому разминки уделяют целый час. Впереди престижный турнир «Всемирные военные игры». По словам главного тренера ЦСКА Анатолия Маргиева, нужен максимальный результат. Для меня из 4 золота. Другого я бы не хотел. В Сеуле было 4 года назад, мы там из 8 заняли 7 первых мест и 1 третье место. Думаю, что все выступят достойно. В составе сборной на военные игры поедут 3 воспитанника осетинской школы борьбы: Хетак Цаболов, Владислав Бойцаев и Артур Найфонов. Хетак Цаболов недавно восстановился после травмы и уже активно готовится. Говорит, военные игры — турнир масштабный, а на кону престиж страны. Постарается сделать все для победы. Я думаю, работа будет колоссальная. Надо многое что поменять. Многие тренера говорят, что как я могу любого выиграть, так и любому проиграть, и это меня не устраивает. Первое слово хорошо, что я любого могу выиграть, но дальше меня не устраивало, что я любого могу проиграть. Поэтому я сейчас работаю над теми ошибками, которые до этого не исправлял. Тренируются атлеты в Академии вольной борьбы имени Аслана Хадарцева. Как говорят спортсмены, тут создали все условия для подготовки к соревнованиям самого высокого уровня. Заниматься сюда приезжают борцы и из других регионов. Я первый раз в Владикавказе на сборах. Так, участвовал на соревнованиях раньше, как на сбор первый раз приехал. База очень хорошая. Питание, проживание, сам зал, огромный зал, много хороших спарринг партнеров. Я доволен, очень сильно доволен. Не пожалел, что приехал. До начала турнира совсем немного времени. Уже через неделю наша команда будет бороться за звание лучшей. Военные игры проводят раз в 4 года. В этом году они будут уже 7-е и пройдут в Китай с 17 по 28 октября. Состязаться будут в 27 видах спорта: стрельбе, плавании, легкой атлетике и баскетболе. Впервые в перечень видов спорта военных игр включены соревнования по гимнастике, настольному теннису и бадминтону. Георгий Запаров, Чермен Сураев, Александр Каджаев. Новости Осетии.